Футболисты московского «Локомотива» проиграли Мюнхенской Баварии в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе действующих победителей турнира результативными ударами отметились Леон Горецко и Йозуа Кимих. Единственный мяч железнодорожников забил Антон Миранчук. «Локомотив» после двух туров предварительного раунда турнира занимает второе место в группе А, набрав 1 очко. Немцы с 4 пунктами возглавляют квартет. Третье место занимает австрийский «Зальцбург», у которого 1 балл. Замыкает таблицу не набравший очков испанский «Атлетико», который в следующем матче будет соперником россиян. Матч пройдет в Москве 3 ноября. А вот результаты других матчей минувшего игрового дня. Украинский «Шахтер» и итальянский «Интер» сыграли в нулевую ничью в Донецке. Мюнхен-Гладбахская «Боруссия» и испанский «Реал» тоже поделили очки. Тут счет 2-2. С таким же результатом завершилась встреча между итальянской «Аталантой» и голландским «Аяксом». Английский «Манчестер Сити» в гостях отправил 3 безответных мяча в ворота французского «Марселя». Ливерпуль дома со счетом 2-0 выиграл у датского Мидтьюланда. Испанский «Атлетико» на своем поле обыграл австрийский «Зальцбург» 3-2. И португальский «Порту» на домашней арене выиграл у греческого «Олимпиакоса» со счетом 2-0. Череповецкая «Северсталь» в гостях обыграла московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-3. В составе победителей шайбы забросили Иван Рогов, Кирилл Капустин, Роберт Букарц и Игорь Гераськин. У красно-белых отличились Лукаш Радил, Робин Ганзел и Илья Талалуев. После этой победы «Северсталь» поднялась на 4-ю строку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 23 очка после 19 встреч. Спартаковцы идут 8-ми, имея в активе 20 пунктов в 20 играх. В следующем матче череповецкие хоккеисты на своем льду примут подольский «Витязь», а «Спартак» дома сыграет с московским «ЦСКА». Обладатель пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые в своей карьере занял первое место в рейтинге организации вне зависимости от весовой категории. Россиянин обошел американского бойца Джона Джонса. Далее в рейтинге идут новозеландец Исраэль Адесания, американцы Стиппе Миочич и Камару Усман, австралиец Александр Волконовский, американцы Дастин Порье и Макс Холлоуэй, россиянин Петр Ян и американец Джастин Гейджи. Напомним, на прошлой неделе Нурмагомедов третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, победив Гейджи во втором раунде удушающим приемом. Сразу после этого россиянин заявил о завершении спортивной карьеры. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. Перейдем к событиям нашего региона. Евгений Иванов завоевал 6 медалей на Кубке и чемпионате мира по пауэрлифтингу. Соревнования прошли в Москве. Как сообщает «Спорт Якутии», якутянин выступил в категории ветеранов и в открытом турнире. Иванов записал в свой актив 2 награды высшего достоинства в становой тяге, став абсолютным чемпионом среди ветеранов. Также он взял по 1 золотой и серебряной награде в армлифтинге и золото в дисциплине «Русский кирпич». Напомним, уроженец Намского Улуса Евгений Иванов является победителем и призером различных соревнований по масс-рестлингу, силовому экстриму и пауэрлифтингу. Якутские боксеры стали призерами межрегионального турнира среди юниоров в памяти мастера спорта Советского Союза, заслуженного тренера России Николая Дергунова. Соревнования, участниками которых стали 102 спортсмена из 10 регионов страны, завершились в Новосибирске. По итогам турнира на пьедестал почета взошли 2 представителя Хангаласской детско-юношеской спортивной школы. Николай Пшенников из Покровска завоевал серебряную медаль, а Петр Кириллин из села Улахан-Ан удостоился бронзовой награды. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!